Охрана первых лиц государства в разных странах существует многие и многие годы. Функции структуры ГСО являются неотъемлемой частью деятельности самого института государства на любом этапе его развития. Действующая в современной Абхазии государственная служба охраны начала формироваться еще в 90-х годах прошлого столетия в сложные для нашей республики времена. 4 марта 1991 года сотрудника 9-го отдела КГБ Абхазии Виталия Бганба пригласили в кабинет председателя Комитета государственной безопасности Авто Иоселяни. Иоселяни сообщил, что звонили из Москвы и дано указание прикрепить охрану к члену Президиума Верховного Совета СССР Владиславу Ардзенба. Просьбой Владислава Григорьевича к будущей охране было обязательное знание абхазского языка. Кандидатура Виталия Бганба подходила. Я не мог отказаться такому человеку, что доверили ответственность. Ну и согласился. В тот же день пригласили к нему на собеседование. Пообщались и дал добро. И с того момента, 4 марта 1991 года, был я назначен старшим офицером группы охраны 9-го отделения КГБ Абхазии. А вместе с Виталием Бганба на службу в охрану взяли майора Владимира Жулева. Был прикреплен и водитель Беслан Кверая. Важно отметить, что в то время ответственность за охрану первых лиц была в компетенции КГБ, а структура Комитета государственной безопасности в 90-е годы в основном состояла из лиц грузинской национальности. Организация просила, чтобы охранники докладывали о каждом шаге Ардзенба. Однако они отказались выполнять эту функцию. Охранять вдвоем становилось сложнее. Обстановка в Абхазии накалялась день за днем. Каждый вечер после возвращения начальник с меня требовал, что на следующий день, чтобы я докладывал, где, куда мы собираемся выезжать, какие планы у него. И если мы за пределы Абхазии будем выезжать, якобы они будут контролировать тоже, чтобы ничего с ними не случилось, чтобы я докладывал им. Но учитывая обстановку, позиции нашего руководства КГБ, я отказался это выполнять. И вынужден был тогда, обратился я тогдашнему замминистром МВД был Александр Ионович Аршба, Александр Анпап, министр, попросил временно выделить нам надежных сотрудников из лиц абхазской национальности, чтобы к нам прикрепили. Ну, тогда прислали Вахтанга Цугба, Мираба Кишмария, Алмазбек Чач, Руслан Абжанья и Качубей Чкок. И вот так временно они у нас были прикомандированы, и у нас шло, но в связи с тем, что обстановка ухудшалась постоянно, и я обратился к Сергею Шамбе и министру МВД, чтобы наше здание, чтобы охранялось тоже, чтобы не было никаких эксцессов. И они тоже по вечерам выделяли, из Народного форума приходили, активисты охраняли, полка внутренних войск и Гудаутская РВД каждый вечер выезжала сюда. Но в конце уже я вижу, что обстановка такая, вдвоем мы не сможем это все осилить, потому что мы профессионалы, чекисты, только мы с Жулевым были. Остальные, что просто физическая охрана. Я обратился с предложением Владиславу Григорьевичу, чтобы создать собственную службу безопасности. Он эту идею одобрил. Затем последовало обращение в Москву к советнику президента СССР Григорию Ревенко, который выдал положение о службе охраны. Документ был доработан 23 июля 1992 года. В день, когда утвердили герб и флаг Республики Абхазия, была создана и служба безопасности высших органов власти Республики Абхазия. Виталий Бганба был назначен руководителем организации. Так и началась история государственной службы охраны республики. До начала войны в структуре было собрано 29 человек. 13 августа 1992 года, за день до войны, раздался звонок. Звонил Шеварнадзе. Где-то в районе 9:30 закрываю дверь, опечатываю кабинет Владислава Григорьевича. Раздается телефонный звонок. Звонок правительства связи ВЧ. Ну, я спрашиваю, Владислав Григорьевич, телефон ВЧ, открой двери. Он говорит, да, открой, говорит. Подходит он к телефону, берет трубку
звонит Шеварднадзе. Звонит Эдуард Шеварднадзе и спрашивает у Владислава, какая у тебя повестка дня сессии парламента, какие вопросы, а уже войска Госсовета направили сюда. Вот так он хотел уточнить, как знает абхазская сторона, что уже началась война. В этот момент было важно обеспечить безопасность председателя Верховного Совета АССР. Нужно было покинуть срочно здание правительства. Ардзинба отказывался. Все в растерянности были. И все подбегали ко мне, просили побыстрее его увези отсюда. Чтобы не было здесь, могут в любой момент войска зайти сюда. И вот мы, это уже примерно где-то около, к обеду так примерно, спустились сюда, на этой же площади. У меня машина вот здесь стояла. Я уже в бронежилете стоял, потому что я перед этим ездил в Красный мост обстановку изучать. Ему объяснил, какая обстановка у нас напряженная, и что могут в любой момент хлынуть войска сюда, и что просил, чтобы он одел тоже бронежилет. Но он категорически отказался. Вот ты одень, и все, впереди станешь. Я говорю, вы тоже должны одеть, но он отказался. И машину посадил, мы выехали в сторону Совмина. Мы приехали в здание Совмина, и отсюда с трудом вывезли его. Больше мы к этому зданию не приезжали, а здесь почти до 18 числа трое сотрудников моей охраны здание охраняли. Отар Торчу, Руслан Хашба, Беслан Агрба. И вот они потом, я вышел к ним на связь, сказал, покидайте здание, уходите, все. И так мы это здание оставили начало войны на 4-й день. И безопасность была его обеспечена. Главное, моя задача была главное, чтобы с ним ничего не случилось. Когда мы перешли в здание Совмина, вот на площади Ленина бывшей, уже обстановка была напряженная, уже стрельба была здесь, опасность постерегала на каждом углу, и мы решили покинуть это здание. Уже лифт также не работал, спустили мы Владислава Григорьевича. Я предложил выехать в сторону Новоафонской госдачи. Спустились отсюда, спускаясь отсюда, мы проехали где-то после нас, через минут 5-10, ракетами 2 выстрела было дано именно на этом этаже, где мы сидели. Значит, выходит, что кто-то здесь подал сигнал, что Владислав Григорьевич находится здесь, раз именно что этот этаж и обстреливают это место. %50 сотрудников ГСО ушли воевать. Многие из них не вернулись. Многие из них погибли. Некоторые даже здесь похоронены, вот на этой вот аллее. Вот здесь. Мы чтим их всегда, помним. Вечная им память. От Гурбжания на службе с 1992 года. Тогда, будучи в спецгруппе «Катран», ему поручили обеспечивать безопасность премьер-министра Важи Зарандия. С этого дня он всегда в структуре ГСО. Он не раз, как и его коллеги, рисковал жизнью. Наиболее сложные периоды в истории Государственной службы охраны – это периоды противостояния, когда ответственность сотрудников ГСО за сохранение мира в обществе и избежание острых конфликтов
в защиту органов власти, охрану первых лиц возрастает многократно. Сотрудники структуры оказываются в непростых ситуациях на передовой и всегда готовы выполнять свои задачи честно и мужественно. Так и было 22 февраля 2012 года, когда на президента Александра Анкваб было совершено очередное покушение. Кортеж с главой государства и охраной направлялся из Гудауты в Сухум. Тогда погибли 2 сотрудника службы ГСО – Тенгиз Пандария и Ремзик Цукба. 3 офицеров личной охраны президента Абхазии Александра Анкваба получили ранения, 1 сотрудник погиб в результате обстрела кортежа главы государства утром 22 февраля. Пострадавшие доставлены в республиканскую больницу. 1 из них на момент поступления находился в тяжелом состоянии. Как раз это была наша смена, и я попал. Мы впереди стоящие машины сидели. Как обычно, рано утром, как раз наша смена была, подъехали Золотинскую Анкваб, подъехали утром, 9 утра, забрали его. В районе Приморск, Гудоводского района, не подъезжая, услышали свист. После свиста сразу взрыв. А этот свист был гранатометом. Стрельнули, но он не попал в нашу машину. А потом был взрыв. Фугас взорвали, и после фугаса машина откинула, наша чуть-чуть откинула назад, оборачиваемся. Смотрим президента, машина, президент и водитель. Лобовые в машине выскочили на улицу. А смотрим, они живые, машина еще едет без остановки. И мы дали возможность, машину проехала, мы выскочили с машины. И, как положено, дали оборону. В это время 3-я машина под фугас подорвался. Они подумали, что в этой машине, это президентская машина, и начали все, что имели, начали туда стрелять и гранатометом, и пулеметом. А там сидели наши сотрудники. Пандария был за рулем, Цукба был сотрудник, и еще был Селигава. 3 сидели. Пантария и Селигава успели выскочить с машины. А Цукба, бедный, остался там от полученной раны. Осколок получил в спину. И минуты 2-3, не перестоя, стреляли в эту машину. А мы тоже отстреливались, стояли, помогали как могли. Но эта машина президентская уже когда отъехала, наша главная задача была спасти президента. Мы это сделали. У них нет выходных и праздников. Они всегда на службе. Они всегда там, где непросто. Сотрудники службы государственной охраны обязаны обеспечивать порядок и спокойствие. Вне зависимости от политических взглядов, они всегда четко выполняют свои задачи, защищая общие интересы государства и общества. И прошли немало испытаний в условиях сложного внутриполитического процесса на протяжении многих последних лет в жизни нашего государства. Если планируется какое-то происшествие или террористический акт по отношению к государственным деятелям или государственным учреждениям, то сотрудники Государственной службы охраны в первую очередь находятся всегда на месте, осуществляют охрану данных объектов, и поэтому они всегда сопряжены с многочисленными рисками. Потому что те объекты и те лица, которые они охраняют обычно, они находятся под пристальным вниманием, и если вдруг в отношении них что-то готовится, это готовится более планово, четко и не рядовое преступление, то есть это будет планироваться. Естественно, силовыми структурами в Абхазии, в каждой структуре есть своя специфика, но Государственная служба охраны – это специальная структура, которая находится особо приближена к главе государства нашей республики, к высшим чинам органам. И, естественно, здесь и кадровый отбор, и специфика такая, что ты не имеешь права на ошибку в плане того, что это и касаемо и охраняемых лиц, и имиджевой самой структуры. За ней пристально наблюдают, так как, еще раз повторяюсь, ты приближенный к президенту находишься. У нас пока действует контракт, мы в любое время являемся военнослужащими и днем, и ночью, и зимой, и летом, как бы.
По тревоге однозначно весь личный состав поднимается и на место вызывают, на место дислокации. Максимально быстро, соответственно, реагируем. То есть немножко зависит от расстояния, кто дальше живет, тот позже приезжает, но все мобильно, экстренно и быстро. Сегодня в службе государственной охраны более 500 человек. Отбор в ГСО не из легких. Высшее образование, хорошая физическая подготовка и психологическая устойчивость. Структуру отбирают только по таким критериям. Давид Авицба на службе с 2010 года. Сегодня он заместитель начальника 2-го отдела ГСО. Самое сложное – это когда тебе приходится общаться со многими людьми. У тебя большой личный состав, например. И каждому индивидуальный подход нужен. Каждому нужно найти правильный подход. Общение с людьми, наверное, это самое такое основное. Мы стараемся в данный момент все сделать для того, чтобы поднять уровень профессионализма Государственной службы охраны. Отправляем их на учебу в Федеральную службу охраны Российской Федерации. Проводим постоянные занятия здесь, на месте, в управлении. Президент внимательно относится к потребностям сотрудников. Мы приобретаем и форменную одежду, стараемся поднять зарплату, насколько это возможно. Закладываем в бюджет новые спецсредства, которые мы должны оснастить наших сотрудников. В данный момент мы сделали набор специального подразделения Государственной службы охраны, проходят учения. И президент регулярно интересуется о том, как проходят учения, какие навыки нарабатывают сотрудники. Приглашаем специалистов, приглашаем инструкторов из Российской Федерации, которые обучают наших сотрудников. Всегда есть поддержка от руководства страны. Сегодня Государственную службу охраны возглавляет полковник Дмитрий Дбар. Его работа в силовых структурах началась именно в госохране. Я выбрал Государственную службу охраны, потому что мне всегда симпатизировали специальные службы. Я всегда интересовался ими, и именно специфика Государственной службы охраны, я так считал на тот период, что больше всего мне подходило. Поэтому я принял такое решение, чтобы пойти. Это сначала было 9-е управление, которое находится на государственной границе по реке Псоу, а потом уже я перешел в 4-е оперативное управление и уже в должности оперуполномоченного продолжал свою службу в Государственной службе охраны. Рисковать жизнью, идти в огонь, не думая о себе. Работа сотрудников государственной безопасности. И несмотря на это, все герои нашего фильма ни разу не задумывались о том, чтобы оставить службу. Я был зачислен в органах после комсомола в 1977 году. Проработал в органах госбезопасности до 14 декабря 1999 года. Всю жизнь отдал служению Родины. 24 года прослужил в органах КГБ и 31 год в Государственной службе охраны. Итого срок службы у меня 55 лет службы. Я потомственный военный. У меня родители были военнослужащие. Все защищали Родину во время Великой Отечественной войны. И я пошел по их стопам. Каждым днем, например, я больше и больше, мне нравится моя работа. И, в принципе, я выбрал уже свой путь. Я думаю, уже Бог даст до пенсии дослужить, дальше видно будет. За 30 лет в структуре службы государственной охраны изменилось многое. С каждым днем она совершенствовалась, росло количество профессионалов и задач, которые нужно выполнять. Но неизменным оставалось всегда одно – ответственность за настоящее и будущее государства, обеспечение условий для безопасного функционирования государственных органов и жизненно важных для страны стратегических объектов.